тишина. Вот только здесь, в этом месте, начинаешь понимать значение этого выражения. Зловещая, звенящая тишина. Урусинская ГРЭС «Жизнь после людей». 3 месяца спустя. Безмолвие. Сегодня это фактически кладбище. Саркофаг, в котором покоятся останки огромного древнего мастодонта. Произведение промышленного искусства середины 20 века. И даже это не навсегда. И что? Вот на этом история заканчивается? Не совсем. Закончилась история ГРЭС, но не закончилась история после ГРЭС. И вот тут уже каждый знаток и каждый летописец. Как говорят, уже самой истории на знатоков не хватает. Произносится масса серьезных, интересных, остроумных речей, но до развязки, до долгожданной развязки дело так и не доходит. В поселке под Казанью переход на индивидуальное отопление обернулось нешуточным скандалом. Слуги народа обязали всех обзавестись индивидуальными котлами. Ну а тех, кто отказывается, пугают увольнением или угрозой отобрать детей. Под Казанью есть множество маленьких поселков. Поселка Уруссу среди них нет и быть не может. До него по диагонали от Казани с самого северо-запада республики до самого юго-востока 5 часов езды на машине. По такой логике Берлин – это город под Прагой. Телезрителю вся эта география, конечно, не важна. Важна затравка. Слуги народа обязывают, заставляют людей устанавливать эти злополучные котлы. Как будто спасение замерзающих – это дело рук их самих. А таковых в Уруссу по-прежнему немало. Есть жители, которые, скажем так, чего-то ждут и до последнего тянут. То есть они не говорят, что они будут делать сами, они не говорят, что мы будем им делать. Они говорят, вот сентябрь придет, мы посмотрим, подумаем, делайте он соседям. И что, живут без горячей воды? Живут. Летом? Ну, летом. Это их выбор. А у нас в квартире газ, а у нас наоборот. Вот. Так какие мотивы у тех, что в выжидательной оппозиции? Первое – страх. Все вымышленное тревожит сильнее. С индивидуальными котлами дела люди еще не имели. Государство же ждать уже не может. Сроки вышли. Идут суды. Оставшихся в меньшинстве обязывают подчиниться мнению большинства того или иного дома. По жилищному кодексу. Это помогает, но не сразу и не повсеместно. Ну, то есть у вас теперь вообще ведь никакого выбора? Нет выбора. Вот не знаем, что делать. Нет выбора и не знаете, что и делать? Не знаем, что делать. Ну, наверное, на электрических придется останавливаться, потому что... все-таки ни в какую не будете? Ну, двухконтурный нет, потому что мы его боимся. Но это тихая паника, а есть и погромче. Вот пусть сначала восстановят, сделают коллективные дымоходы, исходя двухконтурные котлы поставить, а потом ставят котлы безопасные. Так можно до зимы протянуть. Но чьи проблемы-то? Газовики работают в поселке под ежедневным градом критики. Критики настолько дотошной, требующей такого погружения в тематику, что просто поневоле проникнешься уважением к законопослушным гражданам. От окна вверх-вниз 60, а у нас посередине окна идет дымотвод. От окна сбоку 40 сантиметров. У нас тут даже 10 сантиметров. То есть весь дым будет заходить в окно. Все эти правила относятся к строящимся зданиям, а не к существующим. Значит, нормативы все же не нарушены. Но звучит-то убедительно, правда? И это искренняя позиция, сформировавшаяся, конечно, не сегодня. Вы такие грамотные. А вы еще грамотнее, я гляжу. Мы стараемся, мы заботимся о безопасности людей. И мы стараемся. Да что-то не видно. Под всеми этими документами стоит моя подпись, стоит его подпись. И если что-то случится, меня первого найдут, его найдут. Дело в том, что когда все начиналось, те люди, которые не хотели, чтобы мы выполняли работу, говорили, вообще недопустимо. Сейчас эти люди говорят, ради бога, делайте, только вот это соблюдайте, это соблюдайте, это соблюдайте. Я не исключаю, что осенью будут говорить, что
Я написал уже давно заявление, а мне до сих пор не сделали. Ну а теперь гвоздь программы, или даже программ на федеральных каналах. Уведомление комиссии по делам несовершеннолетних Ютазинского района, разосланное десяткам семей с несовершеннолетними детьми. Нам известно, что на сегодняшний день вы отказываетесь от установки в своей квартире индивидуального газового отопления. Ваши дети могут оказаться в опасной для жизни ситуации. Согласно Семейному кодексу, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей. Отобрать ребенка у родителей. Вот такая страшная формулировка, надо сказать. Мы понимаем, какие она породила слухи. Вы что имели в виду? Мы ни в коем случае не хотели отобрать детей, а напомнить родителям, что они несут ответственность за условия в квартире, в которой проживают дети. Ну, вы, надо полагать, действовали по указанию прокуратуры, я так понимаю? Да, мы получили представление прокуратуры. На основании данного представления... Прокуратура попросила вас проследить. Проследить. Мы несовершеннолетнего ребенка в холодной квартире, естественно, не оставим. Только об этом идет речь. Это вырвали из контекста строки Семейного кодекса, и это муссирует. Я считаю, это не совсем корректно. Слишком ли жестко по отношению к уклонистам действуют районные власти, или, может, они действуют недостаточно жестко, учитывая обстоятельства, решать зрителю? Да, в Урусу слышны взрывы. Но это взрывы эмоций. В социальных сетях уже даже опубликован опрос о разводе района с Татарстаном и его браке, видимо, по расчету, с Башкортостаном. Среди тех, кто посещает подобные сайты, процент выкрикивающих «горько», как видите, немал. Это не является массовым. Практически 92% населения изъявили желание установить двухконтурные котлы, и мы работаем в этом ключе. А куда, например, там инициаторы этой затеи собрались, они могут переехать в любой район страны, в любой город страны. У нас свободное общество, демократичное, где хотят, пусть там живут. Михаил Любимов и Андрей Мохов. 7 дней.